С 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут получать часть подоходного налога обратно. Выплата составит в среднем от 56 до 189 тысяч рублей в год и будет равна 7% из 13% от уплаченного НДФЛ. Получат выплату семьи с двумя и более детьми до 18 лет или до 23 при условии дневного обучения. При этом родители должны быть официально трудоустроены и платить НДФЛ, а доход семьи должен не превышать 1,5 прожиточных минимума на человека. По предварительным расчетам, помощь получат более 4 миллионов семей, в которых воспитываются свыше 11 миллионов детей. Деньги будут направляться по итогам года. Депутаты Госдумы приняли в третьем окончательном чтении законопроект, обязывающий телеком-операторов совместно использовать инфраструктуру связи в населенных пунктах, где проживает до 1000 человек. Мера также распространится на отдельные участки автомобильных дорог федерального назначения. Обязанность по оказанию услуг связи на таких территориях коснется крупных операторов, работающих не менее чем в 2/3 регионах страны. Благодаря нововведениям каждому оператору отдельно не нужно будет устанавливать собственную инфраструктуру. Ее достаточно будет организовать одной компании. С 1 марта 2026 года в России вступают в силу обновленные федеральные авиационные правила, которые заметно усилят защиту прав авиапассажиров. Соответствующий приказ Минтрансом опубликован на официальном портале правовой информации. Одним из ключевых нововведений станет отмена автоматического сгорания всех сегментов билета при опоздании на первый рейс. Если пассажир не успел на вылет туда, но заранее уведомит авиакомпанию о намерении продолжить маршрут, обратный билет и последующие перелеты сохранятся. Аннулирован будет только тот сегмент, на который пассажир опоздал. Еще одно важное изменение касается обязанностей перевозчиков при задержках рейсов. Теперь временные рамки оказания помощи пассажирам четко зафиксированы. При задержке на 2 часа авиакомпания обязана в течение часа обеспечить пассажиров водой, а при задержке на 4 часа в течение 2 часов предоставить питание. Также при задержке рейса от 30 минут пассажир сможет отказаться от полета и получить полный возврат стоимости билета, либо выбрать альтернативный рейс. Вырубка елки может грозить правонарушителям уголовной ответственностью в виде штрафа до 500 тысяч рублей или лишением свободы на срок до 2 лет. Если ущерб от самовольной вырубки елки будет признан незначительным, правонарушителей ждет административное наказание, которое повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тысяч до 4 тысяч рублей, а на юридических лиц от 200 тысяч до 300 тысяч рублей. Однако, если это же деяние будет совершено с применением механизмов, автомототранспортных средств, самоходных машин и других видов техники, либо совершено в лесопарковом зеленом поясе, то штраф для граждан составит до 5000 рублей с конфискацией елки, а для юридических уже до 500 тысяч рублей. При этом в случае причинения более значительного экологического ущерба наступает уже уголовная ответственность, пояснил юрист. Если же ущерб будет признан значительным, например, срублено дерево редкой породы, правонарушитель может быть привлечен и к уголовной ответственности. В таком случае штраф уже может составить до 500 тысяч рублей. Кроме того, можно уже и получить наказание в виде реального лишения свободы на срок до 2 лет. Мошенники начали запугивать россиян оформлением кредитов по голосу и возможными обысками, во время которых якобы могут изъять деньги, следует из материалов МВД РФ. Схема начинается со звонка от лица, представляющегося сотрудником оператора связи. Жертве сообщают о необходимости переоформить договор на обслуживание стационарного телефона и под этим предлогом запрашивают паспортные данные и номер телефона. Затем с человеком связывается якобы представитель военного комиссариата, который утверждает, что мошенники из недружественной страны оформили на него кредит по голосу. После этого инициативу берет на себя следователь, который сначала обвиняет гражданина в содействии аферистам, а затем обещает помочь закрыть заем. Далее в схеме появляется юрист, выясняющий наличие сбережений и пугающий возможным обыском. Под предлогом декларирования средств жертву убеждают передать накопления через курьеров. Российский боксер Исмаил Муцольгов в финале чемпионата мира Международной боксерской ассоциации IBA 2025 в Дубае в весовой категории до 75 килограммов по итогам 3 раундов победил представителя Казахстана Сабиржана Акалыкова единогласным решением судей и завоевал 3-е для российских мастеров перчатки золота на этом первенстве планеты. Напомним, призовой фонд турнира под эгидой Международной боксерской ассоциации составляет $8 миллионов. Исмаил был включен в состав первой сборной России для участия в чемпионате мира в конце ноября 2025 года.